Дуслар, всем привет! Это выпуск «Татары пробуют понять». Меня зовут Айнур. Меня зовут Рима. И сегодня мы пробуем понять, какие татарские буквы самые невостребованные в татарском языке. Или даже, я бы сказал, самые обиженные. Рима, как эксперт по татарскому языку, будет отвечать на мои нубские вопросы о татарском. Рима, вот, смотри, что я заметил. У нас есть в татарском языке буква «ч», которая стульчик, такая, перевернутая. Но мы говорим ее «щ», щащик, но при этом есть буква «щ», которая используется только в заимствованиях. И есть еще буква «ж», которую мы вообще нигде не пишем, тоже только в заимствованиях, а у нас «ж» с хвостиком везде в татарских словах. Получается, будто бы вот эти «ж» и «щ» очень сильно обижены. Их не используют в татарском. А «ч», которая должна быть «ч», она «щ». Вот что ты думаешь по этому поводу? У меня уже в голове такой танец просто из этих букв, потому что вот сейчас будет такое признание века, и я вообще не могу различить, тем более внятно, в смысле на слух я различаю, не могу раздельно произнести вот эти вот «щ» и «ч». Я вообще не вижу между ними разницы, и поэтому я, конечно, очень много наслышалась при произношение на русском языке, потому что для меня что щетка, что чай, я не знаю, я не понимаю, что я там неправильно произношу. Но, конечно, у меня всегда есть на это уважительная причина, нет, не уважительная причина, а вот гениальная отмазка. Я говорю, я татарка, что вы хотите? Татарам 50% скидка. Вот эти 50%, вот эту карточку, я использую всегда вот на этих буквах «ч» и «ч», на этих звуках. И это же самый популярный способ спародировать татарский акцент, это везде просто говорить «щ». Спародировать они, ага. Почему? Потому что вот это именно мем с этим Шаймиевым я могу произнести. Я даже понимаю, в чем там прикол. Я помню, как в КВН команда «Четыре татарина», человек переворачиваем. Помнишь когда они выступали и какую-то бумагу там должны были переворачивать, и он такой «человек переворачиваю». Да, прикольно, но при произношении я вообще не запариваюсь, где я что неправильно подставила, какую букву. И, слава богу, мне помогает, что я хотя бы знаю, как это правильно пишется. Что в русском, что в татарском языке. Еще меня удивляет такой момент, то, что вот опять с этой буквой «ч», что она пишется «ч», мы читаем в литературном татарском «щеляк», «щащак», но на мишарском, в татарском, где чекают, уже читается прям как пишется «чиляк», да. «чачак», да. «чак-чак», «чай», а и некоторые еще и через цекают, то есть цек, цек, цей. Okay. Кстати, напишите в комментариях, вы щекаете, чекаете или цекаете, или еще что-то. Вы актанышские, нижгарские или чисто польские татары? Да, но это особенности произношения. То есть, например, чем ближе к востоку, там будет «почему, потому что». Не забываем, что Шаймиев, он из Актаныша. Сильно на востоке сибирские татары есть, которые цыкают. Но это у них уже сибирские татары. Сибирь-татарлары, которые в Сибири. Они же на востоке же. Ладно, это просто формальность. Продолжай, извини. Я так тут уже занудствую. Это уже особенности произношения. И я не знаю, к чему придраться. Зачем придираться? Потому что те же самые наши мишарские татары, когда они цокают, может быть, непривычно, но первую минуту, две общения, потом общение. Потом к этому привыкаешь, и вы друг друга понимаете. То есть он цокает, ты чекаешь, и нормально общаетесь, нормально пьете этот же чай. Цецакли сенектен. Актанские будут говорить щащакли сенектен. Я не вижу в этом проблемы, но то, что там сама буква «ща» обиженная, что она не востребованная, да. То есть нет татарских слов именно с этой буквой, но звук живет. То есть компенсировала за счет звука. Интересно просто, когда придумывали татарский алфавит на основе кириллицы, почему они решили взять «ч» как «щ», а не взять «щ» как когда есть «щ». Интересно то, что в латинском алфавите, нет уже этих двух букв,
да, просто есть си с хвостиком. Вот, ладно. Еще один есть обиженный татарский, ну уже не буква, а звук, как я понял. Я посмотрел Reels Рамиса Латыпова, и я даже не знал, что о том, что в татарском, оказывается, существует звук, который называется хамзя. Беда в том, что у этого звука уже больше века нет своей буквы. Есть у татар пословица «Узи ёкның кузи ёк». Нет самого себя, нет и глаза твоего. Из-за этого он оказался под угрозой исчезновения. Умеющих его произносить становится все меньше. Считается, что когда татарский язык перевели на кириллицу, 3 звукам не хватило букв «к», «г» и «уа». В 90-е годы даже издавался указ с целью вернуть им собственные знаки. Дело так и не довели до конца. Но про хамзя тогда даже не упомянули. В латинице хамза обозначалась апострофом, например, «тямин». Буквы не было, но знак напоминал. Здесь нужно сделать паузу, прикусить горло. В кириллице же татарские интеллектуалы, похоже, решили, что все эти горловые звуки – пережиток прошлого, заимствованы из арабского. Хотели упростить язык. В одном месте упростили, в другом усложнили. Что мы имеем? В одних словах хамза вообще не пишется, и мы ее перестали произносить. Наиль, фаиль, реис, мюазин, гайля. В других словах ее пытались замаскировать мягким или твердым знаком. Коран, акаби, жир'ат. А где-то вообще придумали нелепые правила. После гласной почему-то пишут как в слове этаж. Тямин, мамай, ризатин. В результате вместо хамза дикторы произносят тямин, мамай. А как ты произносишь слово «тяминитарга»? Ну вот... Как произносишь? Никак не произношу. Я просто знаю, что он есть в некоторых словах, например, в английском, да, и чаще всего говорят, чтобы этот звук получить, нужно сказать да, или не-а. 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 Вот, и оказывается, у нас есть вот звук, которому не нашлось тоже место в письменности, как для «к», как для «г», или как раздвоенное «уа». Можешь привести примеры, вот этот звук хамзя, вообще что-то про него рассказать и где он используется? Ну, самый, наверное, известный с детства пример — это вот стихотворение Габдулла Тукая «Казаклы Шекарт», типа интересный или там любопытный ученик. Там говорится «май», если я правильно помню. Я могу и это перепутать, может, там «акбай» вообще. Но у нас даже собаку звали Май. То есть я понимала, что там не «к», то есть когда еще не учишь там особенности звуков, правописания и прочее. Но я понимала, что там что-то вот между икотой и каким-то вот этим вот, когда татары вот произносят, когда входят в баню. Типа, и это как-то связано вот этим маем, вот этой собачкой. Но в школе уже изучали, что там пишется но не читается как потому что это идет сразу за гласным звуком, то есть после а. Нельзя читать май, хотя так пишется. Кто-то произносит май-май, но это это как минимум смешно. А можно еще раз эталонное произношение? Май. То есть там делаешь какую-то паузу. Май. Да. Мини-икота. Вот, реально, как еще это объяснить? Хоть будто смыкание связок происходит. Ну вот, когда вы хотите сказать, что нет кому-то, или отказать, или сказать, что что-то отсутствует, турки как говорят? А ты говоришь если бы, кстати, говорили бы татарские мишары, то мы бы говорили бы щ. Да. Так получается. Нельзя. Не знаю, как можно вычелкать это слово, этот звук щ. То есть это не это не и, это не к, это не х. Это вот именно такой звук. Слава богу, что там не свист. Не все бы смогли высвистнуть. Хотя есть такие языки, где вот люди общаются через свист. Подожди, молчи. Скажи последний фразу. Слава богу. Слава богу, что мы общаемся. Слава богу, что это не свист, потому что я знаю, что есть языки, где люди общаются через свист. Поэтому, мне кажется, Рамис Латыпов там объяснил вообще вот прям четко. Все. Ну тогда ссылка в описании на этот рилс, вот посмотрите. А еще какие слова знаешь вот с этим звуком хамза? Тямин,
Есть меня. Ну вот эти вот слова, где эту хамзу уже отменили, это имена, типа на иль. Но иль. И, Это как интересно. да. А вот ряис там был еще не в примере. Ряис. Да, тоже? Ну, мне кажется, это слово «ряис» уже достаточно натерпелось с некоторых пор. Оставим это слово вообще в покое. Но нужно научиться правильно говорить, произносить этот звук в словах, где оно еще там не отменилось. Угу. То есть вот это вот «мин», «май». Спасибо, Рима, что ответила на все мои вопросы. На этом они у меня закончились. Поэтому большое спасибо вам, что досмотрели выпуск до конца. Пишите ваши любимые слова с этими обиженными буквами и звуками. И у нас будет вот внизу в комментариях такая подборка. Зур Ахмед. Да, вернем им все-таки какое-то внимание. Хотя бы в комментариях. Make Hamza great again. Соблагос. Салямат булгас.